Сегодня мы находимся в гостях на молочной ферме в Деревянске. Проект называется «Буренкин дом». Руководитель проекта Татьяна Александровна. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как у вас появилась идея создать проект «Буренкин дом»? Это идея мужа. Работы в селе нет, заработков нет, надо как-то жить. Ну и решили попробовать. Поехали в район Зутькулом, в сельхозуправление. Нам там помогли составить проект на строительство фермы. То есть поголовье какое-то у нас уже было, имелось. Создали проект на грантовую поддержку от Минсельхоза. Нам выделили 2 970 000 рублей на строительство фермы. Так как сумма маленькая, у нас оборудование не входило в эту стоимость. А так как поголовье повышается, мы планировали приобрести оборудование, но за свой счет. Так как, сами понимаете, в первое время выручки мало, И нам подсказали вот такой вариант – обратиться в фонд «Серебряная тайга». Решили попробовать еще и туда подать. В 2020 году. Нам одобрили. Мы были очень довольны. Как удалось выделенные деньги реализовать? Это водопоильное оборудование, это транспортер, навозный транспортер, это одно из самых, наверное, основных. Стойловое оборудование приобрели, все установили в том же году, все установили, и работаем. Все работает, все подключили. Летом уже нам подключили транспортер. Тут с электричеством были, немножко это не проблема, а нужно было сначала электричество подключить. Электричество подключено было, но именно к ферме подвести электричество, и нам в один день все это сделали. Постоянно что-то приходится подкупать, вкладывать, то есть это, мне кажется, это не на каждой ферме так. Как развивается проект в настоящее время? В настоящее время продолжаем работать, ждем отелы. Коровушки должны еще отелиться у нас. Не все еще отелились. Ждем дои. Сейчас они только отелились. Мы стараемся по максимуму держать теленка с мамой. Мне кажется, они покрепче будут, телята сами. Тем более телочки. Сейчас в этом году в основном телочки, это же будущие коровы. Вы их потом планируете вырастить и добавить поголовье? Добавить обязательно, У нас в прошлом году, к сожалению, потеряли 3 коров. Во время отела они у нас ЧП, так скажем. Удается ли реализовывать свою продукцию? И расскажите, что за продукция у вас? Дома изготавливаем сыры, творог, сметана, молоко. Сдавать молоко пока не получается в МТС, потому что они требуют, чтобы оно было охлажденное, а охладителя молока у нас нет. И мы как-то стараемся в ярмарках участвовать. Населению в основном. Под заказ, допустим, заказали килограмм 5 сыра. Мы над этим заказом работаем. Если лишка, угощаем. С места даже приезжают, допустим, с того же самого Усть-Кулома знакомые, они просто с места у меня забирают все. Либо в Сыктывкар отправляю. Еще бывает такое, что собрала продукцию оптом, когда много и отправил в город, в Сыктывкар. Прибыль хорошая? Прибыль есть, В основном летом. Прибыль в основном летом. Какие у вас планы на будущее? Планы на будущее расширяться это 100%. То есть сейчас отелы у нас пошли, Будем докупать, скорее всего, еще коров. Технику какую-то? Технику приобрели, А в прошлом году нам Монди, совместно, наверное, с администрацией района, они выделили нам 1 000 000 рублей на приобретение трактора. И нам уже в этом году будет намного полегче. Сейчас планируем взять в аренду земли под сенокошение. А вы все полностью сами или у вас есть наемные работники? Наемных нет, мы вдвоем в основном. Но помощник приходит где-то что-то помочь. Не тяжело? Я говорю, зимой немножко полегче. Там коровы стоят. Летом, конечно, уже Там и сенокос, доить надо постоянно их, и пасти, на выпас выгонять, Там немножко вы доите уже. Вручную? Нет, у нас аппарат доюшка. Всех ждем за экологически чистой, полезной продукцией. Спасибо, Татьяна. Вам спасибо большое. Грантовый проект «Северное сияние. Женские инициативы по устойчивому развитию сельских территорий» финансируется Евросоюзом. В Республике Коми проект реализует фонд «Серебряная тайга». Благодаря ему грантополучатель смог реализовать свой мини-проект.